Собаку знайшли неподалеку от городского поселка Ружаны. Паводле одной версии жывёліна носили удары тяжким предметом, паводле іншай били просто головой об древо. Колькі суток зневешаны собака проляжал на морозе, никто не ведае. Од неминучай смерти его выратовали волонтеры. Там просто громадная вмятина была в голове, череп был расколот, глаза были, один глаз был в крови. Но успокаивало то, что он кушал и как бы сам ходил. То есть не лежачая собака, то есть он молодец, он борец за жизнь. Про здарэнне Тацяна прочитала ў сацыяльных сетках. Про собаку паведаміла мясцовая дзяўчынка, якая дапамагла ему пратрымацца до приезду брэсцкіх волонтеров. Одна из них Марина Литвина. Мы обратились в отделение милиции местное, с нас взяли показания, составили, соответственно, протокол, и мы приехали уже в Брест, и я разместила ее у себя, дома. Марына за ўласныя грошы адвезла жывёліну да ветэрынараў, якія выратавалі чатырохногага пацярпелага. Цяпер яго чакае доўгі і дарагі курс лячэння. Але сабака хутчэй за ўсё застанецца сляпым, у яго пашкоджаныя вочы. Аказалася, аднак, што ў свеце нямала і добрых людзей. Резонанс пошел не только по Бресту и Брестской области, по всей Беларуси. И нам даже звонят с Москвы, с России, предлагают помощь. Розныя люди прапановываюць грошы на лячэнне, прывозяць собаку корм. А волонтеры спадзяюцца, што міліцыя знойдзе і пакарае невядомага жывадзёра. Ему пагражае крымінальная адказнасць. И такие прецеденты уже были. 2 уголовных дела было возбуждено в 2018 году именно за умышленное нанесение телесных повреждений животному, которое повлекло смерть. Это в Ганцевичах и в Барановичах. В Ганцевичах мужчина умышленно нанес в нетрезвом состоянии телесные повреждения коту, кот впоследствии умер. А в Барановичах мужчина убил соседскую собаку. Летась у Брэсцкай вобласці за здзекі з жывёл да адказнасці прыцягнулі 12 чалавек. Наш зварот областное управление внутренних спраў знайшоў актыўны водгук. На месца, дзе знайшлі собаку, выехала оперативная следчая группа. Такая пильная увага тлумачыцца асаблівай жорсткасцю, з якой збілі жывёліну. Человек, который наносит такие телесные повреждения собаке, нанесет увечья человеку, который слабее его. Поэтому для нас особо важно раскрыть это преступление, найти виновного лица и привлечь к уголовной ответственности. Милиция будзе ўдзячна грамадзянам за любую информацию, что дапаможа знайсці жывадзёра. Дастаткова ананімна патэлефанаваць у бліжэйшы аддзел унутраных спраў. Валентин Бойко, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».